ведущая Анастасия Трегубова в боевом настроении. Она мечтает научиться готовить не по книгам, а на практике. В гости к ней придет умелый кулинар и приготовит свое любимое блюдо. Наблюдать и комментировать процесс в отдельной комнате будет доверенное лицо нашего гостя, родственник, друг или именитый земляк. Такие у нас правила. Ну а вам, дорогие телезрители, стоит подготовиться и запастись ручкой и блокнотом. Не пожалеете, будет вкусно. Здравствуйте, это программа «Вкусный мир» и я ее ведущая Анастасия Трегубова. Наш вкусный мир с каждым днем становится все вкуснее и вкуснее, а наша кулинарная книга все интереснее. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по вкусному миру национальных блюд. Плов – блюдо всемирно известное, но этим словом разные народы называют совершенно разные блюда. В Турции могут подать плов из чечевицы, в Афганистане рис варят отдельно, а мясо отдельно, в Азербайджане сделают фруктовый плов. И еще неизвестно, какой вариант классический. Главное их не смешивать, ведь каждая национальная кухня имеет свои секреты. На Востоке кулинария никогда не была чисто женским делом. Шашлык и плов всегда готовили мужчины. Сегодня мы будем готовить плов так, как его делают настоящие таджики. Поэтому я пригласила к себе в гости настоящего мужчину, который знает толк в рисе и мясе. Наш сегодняшний гость, Садек Баранбеков, закончил Хорогский университет по специальности экономист. И вот уже 4-й год живет и работает в Москве. Увлечен не только кулинарией, но и музыкой и спортом. Был диджеем в ресторане, занял 2-е место на чемпионате Таджикистана по вольной борьбе в 2002 году. Очень любит своих родителей, брата, сестру и жену Рухшону, в которую влюбился с первого взгляда в новогоднюю ночь на 1-м курсе. Они вместе работают и почти никогда не разлучаются. Салям алейкум, Садык, проходите, не стесняйтесь. А что же девушку забыли? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, познакомьтесь, это наш наблюдатель, это моя жена, моя поддержка. Садык, вот скажи по секрету, в Таджикистане все такие красивые девушки? Да. По секрету, да. Все такие-то красивые, можно как бы выбирать любую, не ошибетесь. Да ладно, но ты-то выбрал самое красивое, правда? Я думаю, да. И вот как бы моя жена вам принесла такой сувенирчик, это специально традиционный жураба. Так как нам всем известно, в России всегда холодно зимой, и для того, чтобы ваши прекрасные ножки не замерзали, мы вам привезли вот эти прекрасные джурабы, чтобы вы их поносили. Ой, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Сами вязали? Конечно, сама. Кто еще? Спасибо большое. Пожалуйста. Рухшона, а скажи, пожалуйста, а правда ли, что хорошая жена до сих пор ходит в 3 шагах позади мужа? Для того, чтобы жена не соблазнила или отвлекла своего мужа, она всегда должна находиться на полшага от мужа. Ну что, Садык, я тогда предлагаю Рухшоне занять традиционное в нашей программе место наблюдателя и эксперта, а мы будем колдовать. Все. Я надеюсь, вы его у меня не уведете. Конечно, нет. Садык, давай с тобой уточним, все ли необходимые продукты у нас с тобой на столе. Так. Я вижу, мясо есть, конечно, без зиры. Это самое основное, самое то изюминка, которую специально добавляем в плов. Это наша зира, конечно. Перец у нас есть. Барбарис то же самое, тоже очень основа плова. Есть вот перец, соль, все остальное. И наше самое главное, да, вот рис. Ты меня просил замочить заранее рис в кипятке, но это особенный вид риса. Девзира – это самый особый рис такой, который у нас в Средней Азии. Плов без девзира у нас не готовят. Чтобы его как бы проверить, его можно просто брать и попробовать разгрызть. Он не должен легко разгрызаться. Он твердый такой. Ну, мы же его замочили? Да, но сейчас он уже у нас мягкий. Давайте для начала зальем масло в казанчик. Масло какое нам понадобится? Можно растить. Вообще-то вот здесь я бы хотела отметить тот факт, что в Таджикистане плов готовится не на растительном масле во время праздников. Вообще-то он готовится на хлопковом масле, потому что это масло очень эффективное, и он еще больше дает вкуса для риса и всех ингредиентов, которые находятся в плове. Сейчас будем ждать, пока у нас масло нагреется. Нам надо порезать соломочкой лук. А ты, наверное, займешься мясом. Я для тебя. Давайте. Садык, а вообще я слышала, что когда
таджикские мужчины готовят, то женщине на кухне не место. Но у нас же сегодня исключение исправим. Конечно, естественно. А почему так завелось? Как бы Бог вас создал, чтобы вы нас соблазняли красотою. И вот поэтому, чтобы вы нас на кухне не отвлекали, чтобы у нас блюдо получилось и пловцем, получился вкусным, мужчина готовит он сам. Почему вот женщинам нельзя готовить на нашей таджикской кухне, особенно в те моменты, когда вот моменты праздников больших. Потому что мужчины, они все-таки гуманные, они более спокойные, и они относятся с серьезностью к своей работе. Они быстро готовят, они сконцентрированы на своей работе. А женщины, как известно, садятся вместе во время праздников, там соседи собираются, и когда начинают готовить, ну, у них много разных сплетен там, и вот эти именно их сплетни не дают им как бы времени вовремя приготовить блюдо. Поэтому как бы мы считаем, что мужчина всегда лучше на кухне, чем женщина. Вы можете мне помочь без проблем. Вы сделаете как раз овощной салатик О, хорошо. для нашего плова. А вообще плов же всегда готовят именно мужчины. А как мне нужно резать лук? Кружочками, дольками? Нет, сейчас вот я вам покажу. Ага. Мы сейчас лук просто режем соломочкой. Просто длинной соломочкой. Вот берем лук и режем. Вот. А что обычно готовит женщина в таджикских семьях? У нас большинство женщин как бы готовят очень вкусные мучные блюда. Когда бывают у нас праздники, у нас обычно собирается народ, очень много народу, и женщины, они могут даже приготовить до 100 там, и больше лепешек, потому что у нас как бы дастархан, когда накрывается, самое первое, то, что кладется на дастархан, это лепешка. Садык, я смотрю, у нас масло закипело. Все, масло закипело, да. Все, можем уже осторожненько добавлять лук. Мы в первую очередь должны очень хорошо прожарить лук, потому что именно лук дает привкус и цвет нашему плову. Это самое основное, его нужно очень хорошенько прожарить. Кладем мы лук. Вот. Не кидая, просто гладим. Садык, напомни мне, пожалуйста, как мы вообще готовим плов? С чего мы начинаем? То есть мы сначала Первый обжариваем... процесс. Да. Накаляем масло. Так, потом. Как накалилось масло, оно даже доходит до 200 градусов у нас. Мы закинем туда, конечно, лук. Потом. И лук у нас должен быть уже цвета красно-коричневого. Затем мы добавляем туда, конечно, мясо. То же самое. Даем ему такую корочку красную, до красной корочки. И в процессе этого мы добавляем, конечно, морковку. Морковку мы будем сейчас с тобой чистить, тоже нарезать соломочкой. И все. Так. Это мы все пассируем, и это называется зербак. А когда же рис? Рис это уже в конце. Вот сейчас зербак мы приготовим, потом мы зальем это все водой. И дадим, чтобы оно там сварилось, чтобы навар был. И чтобы вот этот бульон у нас был такой вкусный. Довели его, зиру, барбарис, все наши специи добавили. Вот. Вот видите, он уже у нас становится красным. Садык, теперь я действительно понимаю, почему женщине не место на кухне. Потому что я тебя все время отвлекаю, видишь? Не даю нарезать мясо. Да. Так, нарезаем тогда мясо наше. Так, значит, ты нарезаешь мясо, что мне? Чем мне тебе помочь? Вы можете сделать салатик. Я предлагаю приготовить салатик из помидоров, перчика и лука. Ты как? Конечно.